Второй момент заключается в том, собственно, каковы границы Южного Урала. В Акмолинском университете 8-9 декабря прошла 11-я Всероссийская научная башкирская археологическая студенческая конференция. Конференция открылась пленарным заседанием, на котором с приветственным словом выступили директор Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования вуза Оксана Шамигулова, председатель археологического общества РБ Евгений Русланов и заведующий кафедрой всеобщей истории и культурного наследия Гюльнара Абыденова. Сегодня география наших участников – это практически, самая крайняя точка – это у нас Тюмень. Из более дальней части приехать к нам не могут. Это Елабуга, Казань, Челябинск, Екатеринбург, есть Санкт-Петербург даже. Отрадно то, что несмотря на очень непростое время для археологической науки, все-таки интерес к ней у студенчества имеется. Вот очень интересные доклады уже, который год мы слушаем от студентов. Мы чувствуем, как некоторые принимают уже не первый раз участие, и вот их практически уже профессиональный статус растет, знания, умения и так далее, что позволяет, в общем-то, говорить о позитивности этого процесса привлечения студентов в науку и, в частности, такую, практическую, как археология. В рамках пленарного заседания с докладом о вкладе и деятельности ведущего краеведа Уфы Петра Ищерикова выступила старший научный сотрудник Национального музея РБ Светлана Воробьева. Ведущий научный сотрудник Института истории, языка и литературы УФИ-ЦРАН Никита Савельев рассказал о научном потенциале и комплексных археологических исследованиях Южного Урала. Хочется увидеть, во-первых, горящий глаз. Реально, в нынешние-то времена, когда вроде бы наука так особо, тем более гуманитарная, особо никому не нужна. А с другой стороны, просто посмотреть на то, как, понимаете, человек может быть косноязычным. Он может не уметь писать, но он может уметь говорить, он может излагать какие-то идеи, абсолютно нестандартные. И мы, как археологи, как действующие археологи, порой видим то, что студенты выдают на гора такие вещи, которые нам самим порой в голову не приходят. Они еще не привыкли к тому, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Участниками конференции стали студенты и преподаватели разных вузов со всей России. Представленные ими доклады – это результат работы в экспедициях и лабораториях по исследованию конкретных археологических памятников. Проблематика выступления охватывала материалы от эпохи камня до первой четверти XX века. Я изучаю Мазунина раннего железного века. До этого я ездила с парными погребениями. В этом году у меня уже коллективное погребение и их планиграфический анализ. Это мой второй раз участие в Баске. Приехала для того, чтобы рассказать о своих исследованиях, послушать других, возможно, открыть для себя что-то новое, возможно, даже в своих исследованиях наткнуться на что-то новое, чтобы развивать эту тему дальше. Мы студентам даем, и нам в свое время давали, новый абсолютный материал, который до нас никто не изучал. По сути говоря, мы первооткрыватели этого маленькой массы материала. Это очень интересно, то есть ты можешь двигаться в любом направлении, делать любые выводы. То есть изобретать колесо, конечно, ты не сможешь изобрести, но все-таки какие-то маленькие шажки в открытии, я считаю, это очень интересно. Ну и, конечно же, ездить на конференцию надо, потому что если ты даже изучаешь материал, сидя у себя в кабинете, ты варишься в своем котелке. А тут ты выезжаешь, ты смотришь, как копают другие, ты смотришь, как изучают другие, ты понимаешь, постигаешь что-то новое, делишься сам опытом. Это нужно. Вообще наукой ребята занимаются сейчас. Конечно, это люди, которые увлекаются, которые ездят в поле, участвуют в экспедициях, помогают в работе. И особенно в этом отношении, конечно, очень хорошее дело. Это Башкирская археологическая конференция. Мы тут соседи. Мы еще с годов, наверное, десятых постоянно приезжали, когда постоянно проводились эти конференции. То есть сотрудничество между Оренбургом и Башкирией в студенческой науке, оно такое достаточно тесное. И я надеюсь, что у нас дальше будет продолжаться это сотрудничество.